Если б кошелек как телефон мог заряжаться, мы могли бы жизнью по полной наслаждаться. Вечером включил, с утра в карман не глядя положил, и в магазине за все заплатил. Деньги, денежки, деньжата, кто-то хочет жить богато, в миллионы сложит тысячи. Деньги, денежки, деньжища, деньги, денежки, деньжата, пусть их будет сколько надо. Рубль с берега, копейки, деньги, 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 деньги. Если бы мы скинулись по рублю, не бы разгадали. Дружище, мой чемодан возьми тоже. Я постоялец этого отеля, а не сотрудник. Прости, братюня, ошибочка вышла. После вас я ошибся, поэтому как-то неловко получилось. Проходи вы. Не-не-не, я так ошибся. Да ничего страшного, ну, давайте, я потом. Не-не-не, только Да, вы. нет, Проходите, давайте вы первый лучше. Ну, да. нет, проходите Да вы. нет, ну давайте вы лучше. Да лучше я тут ошибся. Да я вас поэтому- пропущу. Ну ладно. Давайте вы уже. Спасибо, приезжайте к нам еще. Здравствуйте. Добрый день. Я прибыл для участия в международной конференции по вопросам таяния ледников. Чудесно. Моя фамилия Козловский. У меня забронирован номер. Будьте Давайте. добры, ключик. Посмотрим. Во-во-во! Я тоже на эту конференцию. Как звать Козловский? Никита Сергеевич. Здорово, Сергеич. Сашка. Я Сашка с Алтая. Здравствуйте. Значит, вместе будем топить за эти ледники, да? Очень приятно. Да, получается. Ваша бронь только с завтрашнего дня. Как же так? У меня серьезные мероприятия. Не могу же я оставаться на улице. Я специально пораньше приехал, чтобы подготовиться. Слушайте, а посмотрите, что там по Александру Петухову. Не переживай, Сергеич. Если что, у меня перекантуешься. Сибиряки своих не бросают. Петухов. Ничем не могу помочь. Ваш номер также забронирован только с завтрашнего дня. Ладно. Мы сейчас вызовем такси, метнемся в другую гостишку, а там балычок и горка. Кедровка тебе угощу. Погнали. Прошу прощения, я не имею дополнительных средств. Министерство еще не оплатило суточные за командировку. Извините, это какое-то недоразумение. Да, посмотрите, пожалуйста, внимательнее. Дорогие гости, не беспокойтесь. Я сейчас постараюсь вам помочь. Вот, кстати, есть один свободный номер. Ну вот, можете же, когда захотите. Как раз в этот номер я и заеду. В смысле? А я? Номер-то один, но нас-то двое. Не можем же мы его делить. Господа, пожалуйста, наберитесь терпения. Давайте до завтра вы зателитесь в один номер. Что скажете? Ну, слушайте, я, в принципе, не против. Так даже веселее. Что скажешь, Сергеич? Ну да, наверное, да. Иначе никак не получается. Возьмите ключи. Ваш номер 69. Спасибо. Господи, она же одна, она же совсем одна. Да не мороси ты, Сергеич. Хорошо, хоть такой номер дали. Могли бы вообще на улице остаться. Вот скажи мне, Никит, а есть разница, где спать? Справа и слева? Да. Я бы, с вашего позволения, предпочел бы правую сторону. Я смотрю, ты вообще оголодал по женской ласке. Александр, что это вы вдруг взяли? Ничего подобного. У меня есть девушка. Я за ней ухаживаю. А что тогда очки запотели и ручонки затряслись? Ухаживает он.
полкан с хризантемой. Бабка моя по материнской линии говорила, если часто бегаешь, то нужно корень женьшень попить. А дед по отцовски наоборот, что женщина без корня. Я мужчина холостой, да и не особо опытен в этих делах. В этих делах нужна сноровка. Ну, за ледники? Еще по одной? Отлично. Наливай. За командировку? За командировку. Огурчик. Ой. Домашняя. Красота. Снова летит уикенд, далекое воскресенье. Ей не нужен ни доктор, ни бойфренд, ни спасение, ни утешение. Она идет туда, где дым столбом, где льется дурманное зелье. Каждый третий друг, каждый второй знаком, каждый первый раз. Это курица? Это хавается. Ну что? А Пуркова, собственно говоря, и не па. Мне давно уже ничего не было. Я уже почти забыл, как это делается. Вот, а я про что? Не успели, да? Слушай, ну интересно, что сейчас хрень? Я тут что ли давно? Нет, сам. Слушай, а у тебя хорошая кедровочка. У тебя еще есть? Да есть, конечно, 3 бутылки, обижаешь. Как 3? Ну, такими темпами мы на конференцию не попадаем. Не-не-не, конференция это что, отметиться надо. Волнуешься? О, нет. Вот, видишь? Хорошо. Теперь уже нет. После кедровки тем более. Завтра, кстати, будешь как огурчик. Ну. Что-то мы, по-моему, ну-ка, вот так, да? Я-то думаю, не едем никуда. Я куда выехал, забыл. Ну ладно. Ничего, сейчас... Хотел руку вызовем сейчас это... Спасибо тебе за угощение. Слушай, что только все начинается. Дружище, мы к тебе с деликатным вопросом. Мы бы хотели здесь видеть кошечку. А, понял. Театр Юрия Куклачева у нас на гастролях. Вам чуть дальше по улице. Да какой, блин, Куклачев? Самых мы хотим девок. Путан. Конечно. А что именно хотите? Не поверите, мы хотим женщин. Легкого, легенького поведения. В конце концов, мы же отдыхать сюда приехали. По-взрослому. Никитос, не пались. Мы же на конференцию. Ну, отдохнуть тоже бы не мешало. Сделаем. Ожидайте в номере, господа. Вот только я что-то никак не могу понять. А как мы их будем Вы что, собираетесь мою шпилить? Еще чего? У нас у каждого своя будет. Я не собираюсь с вами делиться. Я имею в виду на одной кровати. А вот об этом я как-то не подумал. Ну вот, я про это и говорю. Может, мы
по очереди кровать будем делить? Только я первый. Ага. А мы тут будем рядом стоять и смотреть, как вы кувыркаетесь, да? Ха. Еще чего? Ну, чё же рядом-то? Можно в туалете подождать. Ага. Сейчас. Час пройдет, и они уйдут. А я что? Давайте так. Они придут, и мы определимся. А пока дайте мне сконцентрироваться. О! Здрасте. Ну, мы не вызывали так много. Мы просто не осилим всех. Ну да. И мужик нам не нужен. Ну вы чё, дяди? Это ж на выбор. Я сопровождаю. На выбор. Да как же их выбирать, если они все в масках? Девчат, масочки снимем. Алло. Ну чё, выбрали? Время-то идет. Как их выбирать-то? Дядь, ты чё, первый раз, что ли? Девчат, работаем. Ну, посмотри, какая попа, грудь, зубки. При чем тут зубки? Что, на лошадь, что ли? Так, ты когда в магазин приходишь, товар смотришь, выбираешь, руками не трогаешь. А если примерить? А помири за деньги. Ну чё, дядь, выбрал? Да. Вот эту. Ну, а я вот эту. Мужчины, у вас час, продлевать будете, моя визитка. Счастливо отдохнуть. Спасибо. Добрый вечер, Анжелика. Лаура, не могли бы отойти на 5 шагов? Зачем? Социальная дистанция. Это игры у вас, да? Я не опытен в таких вопросах. Давайте уже начинать, это время. Пока нет. Мы серьезная организация и полностью соблюдаем требования властей. А где ваши маски? Выбросили, а зачем тут? Маска должна снизить риск возможного заражения. Простите, зараженичем. Коронавирусом? Ладно, мы быстро. Мы сейчас. Давайте, начинайте, что там обычно делаете. Вы забыли про перчатки. Перчатки? Ага. Мы же с вами же будем же... Мы вас понимаем. Но такие требования у мэра. Даже в общественных местах. Кто вы? Ну ладно. Вот, бахилы на всяких пожарных взяли. А это все розыгрыш, да? Совсем нет. И мы сейчас все-таки будем кричать благим матом от удовольствия. Надеемся. Ну кто там еще? Не беспокойтесь, это мы заказали санитарную обработку. У нас серьезная организация, и все должно быть наверняка. А пока коллега наша работает, мы вам покажем некоторые документы. Это оригиналы медицинских справок о том, что мы не болеем коронавирусом, СПИДом, сифилисом. гонореей и что у нас нет плоскостопия. А еще у нас местная прописка. Понятно. А это копии справок врача о том, что и он не болеет этими заболеваниями. Все. Можно нарушать социальные дистанции. Ну где же ваша сумасшедшая страсть? Да. Такое бывает. Но за услугу все же нужно заплатить. Вы нас специально замучили этими дистанциями, чтобы мы остыли. Мы просто работаем по-новому. Да, по-новому. Так, все. Катитесь отсюда. Ничего не было, значит, денег не дадим.
Имейте в виду, что у вас будут неприятности. Большие неприятности. Какие? Я в маске и в перчатках. Это ты во всем виноват. Почему это я? Это я, что ли, виноват, что у них теперь все по-новому? Лучше бы мы к конференции готовились. Алло. А можно мне девушку легкого поведения вызвать? Ну, этого, как его, прости, Тутку. Какую? Да просто адекватную. Очень хорошо. Жду. Я вот что-то не понял, это что сейчас было? В смысле, что было? Ну, куда ты звонил? Ну, позвонил в агентство, вызвал себе девушку, как это, с пониженной социальной ответственностью. А я? В смысле вы? Ну, а почему не на двоих-то? Ну, откуда я знаю, что вы хотите? Может, вы хотите к конференции готовиться или же поспать? О, это ко мне. Прошу. Ну вы чё, дядя? Я вам оставил красивых опытных девушек. Вы воспользовались услугой, потратили мое время и не заплатили. В смысле, воспользовались? Ничего не было. Слышь, мужик, вообще откуда к нам такие беспредельщики приехали, а? Мы приехали на конференцию по вопросам таяния ледников. И вы не пользовались вашей услугой? Ага, не пользовались. А вот я смотрю, Эдик уже начинает нервничать. Когда Эдик нервничает, люди, которые заставляют его нервничать, могут сильно пострадать. Оплачиваем услугу, иначе ледники могут подтаять. Но у меня нет налички, только... Да не вопрос, братан. Можно переводом, но с процентами. За двоих. Угу. Хорошо, благодарю. Мужчины, с вами приятно иметь дело. Да, кстати, я должен был попросить вас оставить отзыв, но я думаю, мы это пропустим. С вами приятно иметь дело, дядя. А я открою. Здрасте. Здрасте. Скажите, а у вас есть... Ой, Никита Сергеевич, здрасте. Здрасте. Александр Иванович. Ой, здрасте. Полина, Калуга. Очень приятно. А почему вы здесь? Вы же только завтра утром должны были прибыть. Калуга, Курск, Орел, Пенза. Да, ну это они утром, а я просто через бла-бла решила, короче, вот, ну, хотела немножко отдохнуть. Вот, слушайте, может быть, у вас есть подзарядное устройство на iPhone? Я не знаю, куда дело, вроде в сумку У меня положила. есть. Где-то было, сейчас поищу. А давайте я вам номер занесу, хорошо? Так и я могу в номер принести. Ну, а вы можете только побыстрее? Мне маме нужно позвонить, она, ну, волнуется. Вообще телефон сел. А где вы поселились? Да я вот тут рядом, 96-й номер. Хорошо, сейчас мы... Я буду ждать, ладно? Хорошо, сейчас Спасибо. принесем. Отлично. Что, отлично. Даже не вздумай. Она ко мне пришла, я ее знаю. Так я ее тоже знаю, вот только что познакомился. Это мы. Вот, Ой, пожалуйста. спасибо, спасибо большое. Коллега, постойте, меня мучает один вопрос. Какой? Мне бы хотелось понять вашу позицию касательно таяния арктических ледников. Позицию? Я, с вашего позволения, тоже поучаствую в разговоре. Можно?
О, ну, проходите. Так, значит, шампанское в вазу, цветы в холодильник. Ой, наоборот. Смешно, да? Оно холодное. Так. Ой, это курица? Это хавается. Это моя шутка была. А вы бы не хотели попробовать мои кедровочки? Ну... Ой. За то, что в нас волнует кровь, мой тост, конечно, за любовь. Что меня обнимаете? Это вы меня спрашиваете? Это вы чего меня обнимаете? Что вчера было? Я ничего не помню. Надо вспоминать. Надо. Так. Вы вызвали проституток. Помню. Не заплатили. Помню. К нам пришел сутенер и забрал все мои деньги. Помню. А потом пришла Полина. Мы пошли к ней, разговаривали про тайны ледников. Стали пить. Был тост за любовь. Надо идти к Полине. Она все помнит. Я к ней. Постойте, я с вами. Погодите. Я с вами. Полина, а чем вчера закончился вечер? Что вообще вчера было? Вчера было все. Все было по-новому. Иду направо до поворота и по Садовой, и до Земной. Со мною рядом шагает кто-то такой знакомый, такой родной. А он не скажет плохого слова, когда под утро иду домой. Я в свой город влюбляюсь снова, он у меня